Всем привет, и снова с вами я, снова с вами Тимур, и наш очередной подкаст, бизнес-подкаст о трекинге и о логистике. Вы, наверное, помните наш прошлый сегмент, когда наши партнеры и гости с факторинг-компании TAFS рассказывали нам, насколько тяжело сейчас в траковой индустрии и как избежать проблем и как улучшить свой бизнес. Так, сегодня мы делаем подкаст прямо у нас в студии, то есть ребята приехали к нам в Чикаго погостить, и сегодня мы будем разговаривать лайв. Встречайте моих гостей, я перейду на английский, будем делать перевод на кыргызский и русский, так что спасибо, что вы с нами. Aviasales, арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Well, welcome to Chicago, Добро пожаловать в guys. Чикаго, ребят. Спасибо. Наши зрители уже знают Райана с прошлого раза. То видео было очень информативным, много комментариев, люди начали спрашивать много вопросов, также о вашей компании, и сейчас первый раз у нас тут Роб. Спасибо, что вы приехали. Вы, ребят, посетили наше экспо-шоу буквально 30 минут назад, где представлен Кыргызстан. Это культурная выставка, и все, кто хотят посетить ее, мы оставим ссылку внизу. Как вам, ребят? Очень интересно послушать ваше мнение. Это было фантастически. В нашем городе не так много выставок, поэтому это было очень здорово посетить что-то такое, увидеть другую культуру, как люди другой культуры жили раньше, как одевались. И также ваша страна очень красивая, судя по фоткам, которые мы там увидели. Очень красивые горы. Я очень надеюсь, что в следующем году мы сможем посетить нашу страну вместе. Для тех, кто не знает, Чикаго — самое большое сообщество кыргызов. И многие наши люди работают в трекинге и в логистике. И именно поэтому мы начали этот проект. Сегодняшний выпуск будет очень полезен для людей, которые собираются работать в трекинге, потому что мы обсудим многие секреты, о которых люди должны знать до того, как они начнут работать в этой сфере. Я знаю, что многие люди уже знают про TAFS, но давайте еще раз сделаем небольшое интро про факторинг и про TAFS. Кто хочет начать первым? Как TAFS, мы в этом бизнесе уже с 2007 года. Наша дочерняя компания в траковой индустрии Trans Am Trucking. Мы в этой индустрии с 80-х. Сейчас мы являемся одной из лидирующих факторинговых компаний в США. Насколько я знаю, так как у меня есть несколько бизнесов в трекинге и других сферах, иметь факторинговую компанию и дочернюю компанию в трекинге — это совсем другое, да? Да, действительно, это позволяет нам принимать собственные решения, связанные с кредитными чеками. То есть мы можем принимать эти решения самостоятельно, а не делать так, как говорит нам банк. Это большое преимущество, да и в целом мы понимаем многие вещи по-другому. Мы знаем, каково это быть в дороге каждый день. Такие знания нам помогают работать. Допустим, мы работаем со счет-фактурами. Мы понимаем, что водитель занят в дороге, и не всегда он может сразу взять оригинальные бумаги. Поэтому мы принимаем счет-фактуру. Эти моменты помогают нам быть более успешными. Многие факторинговые компании принадлежат банкам, и многие из них не так хорошо знают траковую индустрию. Мы понимаем, что трекинг — это 365 дней в году. Это и ночью, и в выходные, и в праздники. И мы стараемся делать так, чтобы деньги были доступными быстро и для перевозчиков тоже. Думаю, это ключевой секрет. Мы все знаем, что сейчас есть проблемы в траковой индустрии. Всем сложно, водителям, брокерам и владельцам компаний. Если говорить о факторинге и о вашей дочерней компании, что происходит для вас, ребят? Это все очень связано с rate rates в индустрии, то есть ставки. Если вы посмотрите назад на 3 года, рынок был на высоте. Сейчас идет спад. Rate rates сейчас очень падают вниз. Даже если посмотреть на прошлый год, rate rates упали почти на $1000. Исходя из этого, также страховка подорожала, топливо подорожало. То есть, когда у тебя очень выросла общая стоимость ведения бизнеса, а ты зарабатываешь меньше денег, это очень сложно для многих перевозчиков. Действительно. А как это влияет на ваш бизнес? Экономика очень сильно на нас влияет. Есть перевозчики, которые зарабатывают меньше денег, и факторинговая компания зарабатывает деньги от общей маржи. И когда перевозчики зарабатывают меньше, мы тоже зарабатываем меньше. Это хорошие отношения, когда они успешны, мы тоже успешны. И мы знаем, что когда на рынке инфляция идет вверх, это заставляет брать деньги взаймы против банка еще дороже. И так как у нас есть контракты с перевозчиками,
Мы не можем просто взять и повысить вашу ставку, потому что контракт под определенной ставкой. Я уверен, было много вопросов про ставку и базовую ставку. Посадочные ставки очень влияют. Когда ставки падают, также падает и прибыль. Говоря о ставках, один из вопросов, которые у нас были, почему факторная ставка была 0,8 или 1%, а сейчас это 2%, иногда даже доходит до 3%. Давайте я напомню вам, ребят, около 7 лет назад ставки были по 5%. Почему ставки падают и поднимаются? Если мы возьмем перевозчика А и Б, один получает 0,8, а другой 2,5. И люди приходят и спрашивают, почему мой друг получает 0,8 или 1%, а я в 3 раза больше. Как вы это решаете? Ну, то есть, кто сколько будет получать? Здесь дело в объеме. Также есть разные факторы. Например, кто ваши клиенты. Есть некоторые клиенты, с которыми мы, так сказать, более агрессивны. Например, Amazon. Amazon платит в течение 7-10 дней. Мы получаем деньги быстро. И поэтому тут может поставить маленькую ставку, так как мы знаем, что деньги придут быстрее. То есть факторинговая ставка зависит от вашего объема. Сколько счет фактуры вы отправляете в месяц. Эти факторы и решают, какая у вас будет ставка. Я могу дать хорошую ставку тому, у кого есть 50 траков, чем тому, у кого один трак. Также к нам в ТАВС приходят клиенты с такой установкой, что они будут расти. И в таком случае мы можем создать программу, которая подходит для вашего тракингового бизнеса. И каждый раз, когда вы будете расти с нами, начиная от 2,5%, и потом вы будете добавлять 3-4 трака, и вы уже зарабатываете $50 тысяч в месяц. И вы уже не звоните мне каждые 6 месяцев, говоря, я добавил еще 3-4 трака. Можем ли мы обсудить наш план снова? Чтобы такого не было, мы можем составить план, который будет позволять автоматически менять ставку в зависимости от объема. Я думаю, это справедливо. Я знаю, у вас, ребят, есть фиксированные цены. Да, мы тоже хотим зарабатывать. Конечно, мы не благотворительность. Мы очень агрессивны, когда дело касается наших ставок. У нас также есть программы, которые позволят снизить общие траты для компаний. Одна из таких программ связана с топливом. Мы делаем скидки на топливо, и это помогает снизить наши траты. Конечно, новая компания, которая пока не является среднячком на рынке, не сможет позволить себе такую акцию, но у нас есть много хороших партнеров, которые пользуются именно этой программой. Нужно смотреть на общую стоимость нашего сотрудничества. Я уже не раз говорил, но вы, ребята, растете вместе со своими клиентами. Если ваш клиент успешен, вы помогаете сэкономить на том же самом топливе. Также я знаю, что у вас есть программа, которая позволяет экономить деньги на техобслуживании. Мы называем это 360 градусов преимуществ, так как у нас есть очень много партнерских компаний, с которыми мы работаем. Компании, которые занимаются техобслуживанием, топливом. Мы можем использовать силу переговоров для того, чтобы получить скидку для наших перевозчиков. У нас хорошие отношения в Transam Tracking с TIA Petro, и мы советуем нашим клиентам пользоваться их услугами, так как там есть скидки. Маленькие компании, имеющие 3-4 трака, не смогут позволить себе таких скидок самостоятельно. А так как у нас уже есть выстроенные отношения с разными компаниями, мы имеем такие преимущества. То же самое с кредитами на бизнес. Мы сотрудничаем с лизинговыми компаниями, с компаниями, которые продают траки, финансовыми компаниями и много других компаний, которые могут быть полезны для наших перевозчиков. Насчет кредитов и выгрузки. Возможность взять кредит для маленькой компании очень удобно. Ты никогда не знаешь, что тебя ждет на дороге. Всякое может случиться с траком, и это хорошо, когда у тебя есть возможность иметь доступ к техобслуживанию во время какого-либо происшествия в дороге. Одна из больших затрат — это страховка. Когда приходит время оплачивать страховку, у многих возникают проблемы с выплатой. В таком случае мы предоставляем кредит, который поможет вам выплатить страховку и поможет перевозчику продолжить работу в том же темпе. Так, давайте уточним. У меня есть факторинг ABC и есть TAVS. Вот если я факторю с ABC, и мой трак сломался, я должен оплатить $2000, и помимо этого я еще должен оплачивать другие расходы, как страховка и прочее. То есть я не могу спокойно зарабатывать деньги, а только трачу на эти вещи. А если я TAVS, то вы, ребят, помогаете сэкономить деньги на ремонте, и еще одолжите мне денег на поддержку моего бизнеса. Конечно, не думайте, что можно получить сразу огромные суммы, но вы можете дать небольшой кредит, чтобы я мог продолжать работать. Потому что вы понимаете, что если мои колеса крутятся, мы все зарабатываем деньги. Именно. Это так просто. Я не знаю, почему так не думают большинство компаний. Я думаю, это отличает вас от других и делает вас уникальными. В прошлый раз многие люди спрашивали, а они точно факторинговая компания? А почему они помогают нам с этим или с тем? Я сказал, потому что им важно, чтобы у вас все шло гладко.
Потому что мы связаны вместе. Если у вас успех, то и у нас тоже. Именно так. Роб, ты говорил про Prime Rate, и многие люди не понимают, что деньги сейчас дорогие. Моя ипотека была 2,8, а сейчас это 7%. То есть деньги стали, так сказать, дороже. И многие люди не понимают, почему пару лет назад компания получает факторинговую ставку за 1,2 и 1,5, а сейчас им предлагают 3%. Многие не понимают, что такое Prime Rate. Расскажи нам подробнее об этом. Prime Rate или Prime ставка определяется Федеральным резервом банковской системы США. Когда дело касается рейтов, людям приходится занимать деньги, и на самом деле это ставка не по которой люди занимают деньги, а ставка, по которой занимает деньги банк. Даже Уолл-стрит говорит о Prime рейтах, потому что это следующий показатель того, насколько дорого занимать деньги в США. 2 года назад Prime Rate был низким, и после пандемии инфляция выросла. А когда инфляция так быстро растет, экономика должна каким-то образом приспосабливаться, и Федеральный резерв принял решение повысить ставки. Каждый раз, когда ставки растут, траты уменьшаются, теоретически. Но мы видим, как ставки продолжают подниматься, и сейчас Prime Rate 8,5%, хотя меньше 2 лет назад он был 3%. Когда ставки растут, это влияет на любую факторинговую компанию, когда мы занимаем деньги у банка. У нас есть 30-дневные условия. Чем дольше у нас занимает времени вернуть деньги, тем больше это нам стоит. Поэтому нам нужно обращать должное внимание на Prime Rate, так как это влияет на наш доход. Спасибо большое, что объяснил все это. Я верю в то, что многие люди сделают исследования и поймут, что деньги сейчас стоят намного дороже, нежели 3 года назад. Очень интересно, что ты упомянул регресс, так как это второй вопрос, который интересен людям. Это с регрессом вы или без? И я такой, что вы имеете в виду без регресса? И они говорят, у многих факторинговых компаний без регресса. Так, минутку. То есть вы говорите мне, что я могу взять их деньги, и брокер не будет им оплачивать, и все? Вы как бы сняты с крючка. Они такие, да. И я такой, а вы не думаете, что это целая петля? Я могу создать маклерство в трекинговой компании и прокрутить деньги. И они такие, но они без регресса. Давайте, пожалуйста, разберем, что такое с регрессом и без регресса. И как это вообще работает. Регресс — это то же самое, если бы вы купили длительную гарантию на вашу машину, и она защищает те вещи, которые уже и так защищены базовой гарантией. То есть она защищает вас только в том случае, если вы попадаете под 7 главу, то есть сталкиваетесь с банкротством. Что за 7 глава? Это неплатежеспособность. Недавно у Серж была такая ситуация. Они попали под банкротство, под 13 главу. Даже та компания, у которой была программа без регресса, они в любом случае должны будут выплатить деньги перевозчикам, потому что это не 7 глава. Да, компании не так часто попадают под 7 главу. Во многих факторинговых компаниях программа без регресса — это пустая надежда. Если бы у них действительно была программа без регресса, кредит бы ничего для них не значил. У них бы не было системы кредитных чеков. Это не так работает. Факторинговые компании ставят себя под огромный риск, когда они покупают счет-фактуру. Программа, которая состоит из 2,5%, счет-фактура на $1000, задержит только $25. То есть это доход в $25. Счет-фактура на $1000 особо не платит, а мы теряем доход на другие счет-фактуры. Если компания действительно попадает под 7 главу, все будет нормально. Но если это произойдет, вы будете на крючке. Мой совет — это смотреть на контракт. Даже компании без регресса имеют регресс в любом случае. Это такой трюк, маркетинговый ход. Все компании делают регресс, потому что они не дают бесплатных денег. Вопрос остается в том, когда они это сделают. Если компания утверждает, что она без регресса, уточняйте, а при каких обстоятельствах вы не делаете регресс. И тогда им придется ответить на этот вопрос. Мы всегда говорим перевозчикам задавать этот вопрос. А когда вы собираетесь делать регресс? В какой ситуации? Если они говорят, мы не делаем регресс, это неправда, потому что они не дают бесплатных денег. Иначе я бы обошелся без этих людей и никогда бы не возвращал бы деньги. Это язык маркетинга, и он может быть обманчивым. Если вы говорите, я хочу контракт без регресса, компании обычно предлагают с регрессом или без. Единственное, что они сделают, это возьмут с вас больше денег, то есть с большей ставкой. То же самое. Да, то есть это риск с обеих сторон.
Просто вопрос в том, когда будет этот регресс. Зачем вам платить за безрегресс, если такого все равно не будет? Вы просто заплатите больше денег за ваш факторинг. То есть вы говорите, что если это с регрессом, это 1%, а если без, это 2%. Но это невозможно по идее. Хочу сказать вам, Тав, спасибо за то, что вы научили меня обращать внимание на контракт. Я тоже использую факторинг, и до этого я работал с другой компанией. Сейчас я с Тавс. И я до этого никогда не проверял контракт. 30 скучных страниц, мелким шрифтом. А самый первый вопрос, когда я начал с вами работать, это «дай-ка свой контракт». Я такой, интересный подход. Я дал свой контракт, а вы нашли много вещей, о которых я не знал. Так что, думаю, это очень хороший совет. Да, это скучно, но смотрите ваш контракт. У очень многих факторинговых компаний происходит обновление контракта, а вы можете даже не быть в курсе изменений. Мы уважаем контракт и соблюдаем его. Уделяйте время контракту и читайте каждую секцию. Даже если вы маленькая компания, речь идет о 150 тысяч долларах, которые вы собираетесь одолжить на год. Поэтому очень важно понимать, что вы подписываете. Так как я занимаюсь траковым бизнесом, я состою во многих группах, и когда я вижу плохие отзывы от Тавс, я интересуюсь, а что не так случилось? И в 9 из 10 случаев человек элементарно не понял свой контракт. И он такой, я хотел в другое место поехать. Они мне не позволили. Я спросил, а что было написано в твоем контракте? И многие такие, а я не знаю. И как бы тут возникает вопрос, а не следовало бы тебе проверить? Как вы, ребят, работаете с плохими отзывами? Что насчет ваших переводчиков? Что вы делаете, когда им что-то не нравится? Чаще всего, когда мы получаем плохие отзывы, это недопонимание и незнание контракта. До того, как ты подписываешь контракт, ты должен убедиться в том, что ты его понимаешь, особенно касательно всех платежей. Что будет в случае, если ты захочешь поменять факторинговую компанию, а большинство компаний просят уведомления за 90 дней? И вот тут-то и происходит регресс. И, конечно, мы понимаем, что когда ты работаешь с деньгами людей, они эмоциональны. Когда у них дедлайн оплаты страховки или трака, нужно топливо, чтобы продолжить загрузку. В этой индустрии постоянно есть риски, часто бывают проблемы с документами, когда люди, которые не должны подписывать документы, подписывают их, и это создает проблемы. У каждой факторинговой компании есть шаги, которые уменьшают риски. Они проверяют все счет-фактуры. Если ваш клиент говорит, в нашей системе груз не доставлен, любая факторинговая компания не оплатит груз. И когда люди не получают деньги, они поддаются эмоциям. И первое, что они делают, это оставляют отзывы в социальных сетях. Хотя мы им говорим, звоните нам сразу. Мы ответим вам на ваши вопросы и поможем вам с процессом. В нашей системе каждая счет-фактура, которую вы закидываете, отображается. К сожалению, в этой индустрии есть мошенничество. Хоть и 5%, и из этого страдают все перевозчики. И нам приходится принимать больше мер по предотвращению мошенничества. Нам приходится перепроверять все документы, и от этого не всем хорошо. Это не только для того, чтобы защитить Тавс, но и чтобы защитить перевозчиков. Мы также видели внутреннее мошенничество в компаниях. Есть владельцы компаний, но и также их работники, которым платят за то, что они делают. Но у них есть доступ ко всему. Например, если у вас есть ассистент, и у него есть доступ к вашему банковскому аккаунту, он может пойти и поменять доступ, и деньги будут уплывать не туда, куда нужно. Такому ассистенту точно конец. Точно. Но часто бывает такое, что их не ловят до тех пор, пока не слишком поздно. Были случаи, когда было отправлено очень много счет-фактур, пока не поймали мошенника. И мы уведомляли несколько перевозчиков, что у них происходит мошенничество за спиной. Все эти вещи, как двухфакторная аутентификация, проверка документов, все это делается для того, чтобы предотвратить мошенничество. Две вещи, которые я хочу затронуть, это защита перевозчиков, и второе, это многие люди не понимают, как задерживаются мошеннические грузы. Когда я разговариваю с перевозчиками, и они жалуются на двойную аутентификацию, то, что им приходится несколько раз уточнять многие вещи с брокерами, и это занимает много времени, жалуются, что их операторы-владельцы недовольны. И я такой, то есть вы в основном работаете с операторами-владельцами? И он такой, да. И я такой, окей, послушайте меня. То есть у вас есть 10 операторов-владельцев, они задерживают грузы на 10 тысяч долларов в неделю, то есть это $100. У вас такой факторинг, который не проверяет, хотя они дали вам деньги, и вы обязаны выплатить
выплатить им. И вот спустя пару недель вы узнаете, что $50 тысяч из этих денег ушли на мошеннические операции. И факторинг попросит эти деньги назад. Но вы уже заплатили вашим операторам-владельцам. И удачи вам. В нашей индустрии никто не вернет вам деньги назад. Оператор-владелец скажет вам: я задержал этот груз с точки А до точки Б, это наш договор. Я взял деньги, делай что хочешь. И кажется, это легально. То есть оператор-владелец не обязан возвращать вам деньги. Я не уверен, но это будет очень сложно. Вместо этого есть компании, которые тратят больше денег, больше энергии, нанимают больше персонала для того, чтобы защитить вас и себя. Так что вместо того, чтобы платить лишние деньги вашим операторам-владельцам в конце недели, вы можете сказать им: знаете что, тот груз, который вы сейчас задерживаете, или тот, который мы забронировали, он нехороший. Мы найдем другой груз. И вы сохраняете деньги для себя. Это то, что многие люди не понимают. Если кто-то перепроверяет это для вас, да, это занимает больше времени, но в итоге это спасает и защищает ваши деньги, потому что вам в любом случае придется выплачивать эти деньги. Так что нужно смотреть на это с позитивной точки зрения. Я уверен, что многие операторы-владельцы смотрят это видео, и интересно узнать, какие есть типичные мошеннические схемы. Например, у меня есть трекинговая компания, я бронирую груз с брокером X. Я звоню Робу и притворяюсь агентом от брокера, у которого я забронировал груз. Или я могу представиться тем, кто я есть, и предложить ему сумму, чтобы придержать этот груз. Он пойдет и придержит этот груз, ожидая, что я ему заплачу, отправит мне счет-фактуру. Хотя я уже отправил счет-фактуру отправителю, брокеру. Я уже получил мои деньги, и я просто не подниму трубку, когда он будет звонить. Ну или же я заплачу ему хорошо за первые грузы, чтобы он думал, что у него хорошо пошли делишки, а потом на третий груз я его кину. Сейчас мы видим домены имейлов, сейчас они поумнели и добавляют лишнюю букву, вы видите email и думаете, это реальное подтверждение от брокера, а оно фейковое. Поэтому всегда проверяйте. Звоните и уточняйте, какой перевозчик забирает этот груз. Есть простые шаги, которые могут спасти вас от мошенничества. Я думаю, чем больше у вас таких вот образовательных подкастов, тем меньше мошенничества мы будем видеть. Никуда не торопитесь, не берите оборудование на $250 тысяч. Спасибо, ребят, большое за эту классную беседу. Даже если вы не являетесь моим клиентом или клиентом TAFS, вы можете связаться с нами и задать интересующие вам вопросы. Сейчас, кстати говоря, классный год для того, чтобы, так сказать, вступить в индустрию перевозок. Наступает год выборов, и также скоро чемпионат мира. Это значит, будет много вещей, которые должны перевозиться по стране. Так что открывайте новую компанию и присоединяйтесь.